А между тем, 25 ноября стартует традиционный и ежегодный фестиваль «Зима начинается с Якутии». Познакомить с программой фестиваля и ожидаемыми результатами для туристической индустрии региона от этого яркого события мы пригласили в студию первого заместителя министра предпринимательства, торговли и туризма нашей республики Ирину Гаркач, а также руководителя проектного офиса «Фестиваль. Зима начинается с Якутии» Александра Григорьева. Доброе утро. Доброе утро. Ирина Владимировна, скажите, пожалуйста, как идет подготовка к этому фестивалю? Какие мероприятия вообще пройдут в Якутске и в Якутии в целом? Ну, вообще надо сказать, что сегодня нам времени не хватит, чтобы рассказать все мероприятия, которые запланированы, но от основных, наверное, остановлюсь. Очень важно, что фестиваль «Зима начинается с Якутии» стартует именно, как вы сказали, 25 ноября, причем стартует по всем нашей республике Саха-Якутия. Подключились практически все районы и улусы нашей республики. Очень важно, что ключевые мероприятия проходят в каждом практически населенном пункте, в каждом районе. Это говорит о том, что фестиваль действительно сегодня очень важен для всех жителей нашей республики. В городе Якутске он тоже начинает стартовать с 25-26 числа. И основные, конечно, моменты, которые будут проходить, это, конечно, то, что у нас фестиваль начинается с гастрономического фестиваля «Вкус Якутии», о том, что сегодня ведется большая работа по участникам этого фестиваля. Сегодня есть определенные уже желающие принять желание. Надо сказать, что формат этого фестиваля немножко будет меняться, потому что формат он будет как раз направлен на жителей нашего города. То есть 25 числа будет стартовать фестиваль «Вкус Якутии», где нашим жителям и гостям, каждый ресторан-участник, который заявившийся, Будет предлагать будут готовить сеты. То есть это будет готовый сет, называться будет он в рамках «Вкус Якутии», где вы можете, любой человек прийти, заказать. Это будет готовый сет и выбрать себе меню и дегустацию попробовать. Интересно, а вот сет все-таки он будет как бы вот ориентирован, да, на якутские... Ориентирован на якутскую кухню, кухню? Конечно, на наши продукты, на наши местные, самобытные, конечно, в принципе, наши языки. Конечно же, в первую очередь. А в рамках этого фестиваля пройдет ли конкурс, фестиваль ледовых скульптур? Конечно, конечно, он также будет проходить уже традиционно на 202-м микрорайоне, там, где у нас сегодня уже начинается работа. Я понимаю, что зима только начинает подходить, погода, потому что сейчас у нас сегодня 23, градусов, поэтому будем надеяться, что, конечно, мы успеем все это сделать, потому что это один из элементов нашего фестиваля, это конкурс ледовых фигур, это тоже очень важно. Александр Васильевич, скажите, а вообще для чего проводится этот фестиваль и что вы ожидаете, каких результатов ожидаете от него? Ну, самое главное мы видим, это самый обоснованный инструмент для продвижения республики на внешний мир. Да? И мы, собственно, занимаемся консолидацией организационных структур мероприятий для концентрирования короткий промежуток зимний системы мероприятий, которые бы могли бы туристы увидеть максимально более в широком формате увидеть нашу республику. И вовлечением новых организаторов, которые заинтересованы в этом. И в этом году у нас туда подключается кочующий международный фестиваль этномода «Солнечный олень». В рамки фестиваля входит. И очень отрадно, что к нам присоединился секретариат Северного форума. Они будут тоже с нами сотрудничать и в плане продвижения по странам Северного форума идеи нашего фестиваля. И приглашаем Ирину Крутикову в этом году. Она будет тоже и уже давно помогает по продвижению идеи наших фестивалей там в своих этих кругах высоких. Я как раз хотела задать вам вопрос, какие гости приедут на фестиваль. А приедет ли Дед Мороз? Конечно, конечно, безусловно. Зима начинается с Якутии, не может начинаться без Деда Мороза. Конечно же, Дед Мороз, конечно, приедет с Великого Устюга. А когда вот его ждать? 1 числа он точно будет, и зажигать елки будет. Он, конечно же, у нас, главная елка у нас зажигается на площади Ленина. И мы планируем, что именно в 4 часа по всей республике зажгутся в одномоментной елки. Флешмоб. Это есть идея, я думаю, что она, конечно, воплотится, потому что действительно зима начинается с Якутии, то есть ощущение новогодних праздников, зимы, это, конечно же, Якутия. И сегодня очень большие мероприятия также будут проходить в Аймиконе, но Дед Мороз прилетает именно в город Якутск.
А. 1 числа будут зажигать нашу елочку. А вообще этим фестивалем интересуются только ли российские жители или вот Нет, будут нет. иностранные гости? Сегодня очень много, есть большой интерес и за пределами Российской Федерации. Планируется вообще большой приезд, это 29 ноября, чартерный рейс, где должны прилететь у нас гости, это в основном бизнес, это Болгария, это Балканы, то есть мы ждем больших то есть гостей, которых интересует не только фестиваль, их интересуют и деловые контакты. Поэтому программа достаточно насыщенная, причем она нарабатывается, вносятся коррективы, потому что основные, конечно, моменты в программе сегодня есть. Это, конечно же, зажжение елки, это, конечно же, фестиваль ледовых фигур. Очень важно, что передача новогодней столицы, символа, это тоже, то есть вошло уже в традицию в этом году, это город Тула. Огромное вам спасибо за участие в нашей утренней программе, за утреннее такое бодрое, энергичное настроение, которое вы нам подарили. И я думаю, что благодаря вашим усилиям в нашей республике сегодняшнего дня, я думаю, что уже сегодняшнего дня поднимается новогоднее настроение.